Салам, минем кадерле дуслар. Салам. Безнен. Хәлләрегез ничек? Абзый. Бик әйбәт. Яхшы. Бик яхшы. Так. Тәртип. Уже такое появляется у нас хор голосов. Когда начинаешь вот интенсивно языком заниматься, особенно когда давно этим не занимался, иногда бывают такие, может быть, странные ощущения, что во сне вдруг приходит и начинаешь спрягать какой-нибудь глагол. То есть, если кто-то не делает это наяву, это придет к вам во сне. Не смотрите на меня так, Дмитрий. Я хочу спать. Вот спряжение татарских глаголов или изменение существительных по падежам имеет два эффекта. Вечером перед сном это очень способствует, во-первых, такому самоощущению, что сделал что-то полезное, а с утра это действует как кофе. То есть бодрит. Поэтому, да, для того, чтобы довести эти структуры до автоматизма, это надо делать, не обязательно тратить на это много времени, но делать это регулярно. Потому что неизбежно наступает момент, и это не требует долгих лет или месяцев, это вопрос нескольких дней. Чтобы довести эти структуры до автоматизма, мы некоторое время работаем на них, потом они начинают работать на нас. Потому что когда мы уже пытаемся что-то сказать, набираем словарь, узнаем какие-то новые выражения, нам не приходится на каждом шагу спотыкаться, останавливаться и думать, как будет там это в первом лице, во втором лице. Это уже происходит на уровне подсознания. Мы, в принципе, исчерпали все падежные окончания существительного. Конечно, еще очень много разных нюансов, много разных форм. И сейчас мы займемся вот каким нюансом. Вот помните основные послелоги, которые мы осваивали? Послелоги – это, помните, то, что некий аналог русского предлога, но он ставится после существительного или после местоимения. Да, например, со мной, как сказать? Меня белен. Меня белен. А тебе? Сиңа. Синен турында. Синен турында. Синен турында. Да, и для нее? Синен ашын. Для нее. Для меня не надо, для нее. Анын ашын. Өшен, да. То есть вот эти вот белян, өшен, турында. Помните? Вот, но если мы знаем функцию вот этого послелога, есть же обратное значение, когда без чего-то. Без чего-то. Что мы делаем в этом случае? А вот здесь возникает такая частица, которая пишется слитно и имеет, как почти все в татарском языке, твердый и мягкий вариант. Это когда без чего-то. Беленсиз? Нет. Так же не говорят. Белян это с, а это без. Это без, да? Например, ну, естественно, мы сейчас перейдем к примерам. Очень много слов, в том числе и прилагательных, какое-то качество, если без него, то мы добавляем вот это «сес» или «сес». Но так как нам с вами очень полюбились пословицы, начнем с пословицы. Вот помните, каким образом образуется глагол в настоящее время, отрицательная форма «не бывает». Булмый. Булмый. Булым или булмым? Да. Булмы не бывает. Була бывает. Да, булым и булмы. Булмы не бывает. У него вообще ништяк. Вот, если мы знаем, что слово «ут» означает «огонь», предположите, что означает эта пословица? Искры Дыма без огня не бывает. Правильно. Дыма без огня. Что без огня не бывает? Это из искры ускорится пламя. Немножко другое. Огня без искры. Тельтен – это
Дым. Дым. Дым Ут – без это огонь. Так вот, дым не бывает без чего? Без огня. То есть вот огонь, ут. Без огня. Утсыз. Утсыз. А дым это тотен. Да? Тотен выменителем падежа в данном случае? Да, здесь ничего не будет, потому что это субъект. Дым не бывает без чего? Без огня. Искра будет ашкын. Ого. Ты на улице Искра жил? Есть еще одна пословица. Вы помните, как звучит слово «рука»? Кул. Кул. Это какой вариант? Мягкий или твердый? Твердый? Наверное. Явно твердый. А если мягкий вариант с теми же согласными, Озеро. так, как это звучит? Кюль. Куль. Кюль. Вот есть еще одна такая пословица, у которой есть достаточно популярный русский аналог. Тихомом эти черти водятся. Правильно. А буквально озеро не бывает без кого? Шайтана. Без бесов. Ну, без бесов. То есть куль, шайтан сэс булмы. Как это переводится? Значит, куль – это озеро. Вот это булмы не бывает. Это отрицательная форма глагола булырга «быть» в настоящем времени. Утвердительная форма «була» – это «бывает». А смейся, кюль, это просто с мягким знаком, да, уже? Кюль, кюлели, смейся. Это будет... Ну да, но мягкий знак нам не нужен. Там просто вот это Они просто похоже звучат. Вот эти и достаточно близко звучат. Шайтан – это что такое? Черт. Я не знаю. Дэвид не знает. Святой человек. Не знает, что такое шайтан. Шайтан – это черт. А, у меня нет чертов. Чертов. Не знаком. У меня ангел-хранитель только. Значит, без демонов. буквально, да. То есть буквально озеро не бывает без черта. В русском языке есть аналог. В тихом омуте черти водятся. Имеется в виду, когда вроде все кажется спокойно, но что-то будет, какая-то опасность появляется. Или про человека так можно сказать, что вроде сидит такой тихий, Что вы меня но в нем что-то такое есть. Может еще удивить. В обоих этих случаях у нас твердый вариант этого отрицания. Но это же окончание, этот элемент используется и с местоимениями. То есть без меня, без тебя и так далее. Как сказать, Динара, без меня? Минсис, Да? Да? А без тебя? синсис, Логично. И так и все так остальные. То есть там, где основа мягкая, там будет сез. Там, где основа твердая, будет сез. То есть можно составить такое предложение без синсис барабас, да? Да, мы сейчас этим займемся. Но прежде всего, вы знаете, как я люблю пословицы. Есть такая пословица, в которой будет присутствовать эта мягкая форма. А я даже не знаю, есть ли русский аналог. Смысл ее такой. Без старого не бывает нового. Без плохого не бывает хорошего. У семеняник дитя без глаза. Старое, когда речь идет не о старом человеке, а старый предмет, иски. Вот без старого искесес. Новое, как будет новый? яна, Яна. Опять-таки не бывает булмай, булмы. Плохо, плохой, яман. Как сказать, без плохого ямансис, не бывает хорошего. элбет булмай, Яхши. А яман это твердое.
Йоман это твердое, поэтому мы здесь ставим. То есть в одной пословице мы видим, присутствует и мягкий вариант, и твердый. Йоман сэс. Нет худа без добра. Нет худа без добра. Ну, в принципе, смысл такой, да. Значит, еще раз. Старое, новое, плохое, хорошее. Чтобы сказать, передать смысл, что без одного не бывает другого, мы говорим без чего. Искесес, йонга, болмай. Йомансес, йохши, болмай. Без плохое, без плохого, хорошее не бывает. Обратите внимание, что фонетическая структура татарского языка стремится, направлена на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт при произношении. То есть вот эти неудобные сочетания, скажем, сочетания звонкого и глухого звука, они всегда неудобны вообще в любом языке. Поэтому язык что-то пытается сделать, как-то что-то адаптирует, приспосабливает один звук к другому, чтобы произносить это было легче. Поэтому, как правило, сочетается или звонкие рядом, или глухие рядом. Ну, вот, скажем, иске, да, это что? Старый, да. Здесь вот два глухих звука. А есть аналог при тех же гласных, но сочетание звонких согласных. Изге. Что такое изге? Святой. Не знаю. Изге болгар жили. Да. Ну и заодно, чтобы проиллюстрировать это слово, помните слово «буш»? Мы говорили про свободное время. Буш-вакат. Свободное пустое. Угадайте, да? что это означает? Свято место. Свято место. Свято место пусто не бывает. Неужели буквально. дословно так и есть? Да, да. Ты же надо. То есть урын это место, святое место, свободное, буш. Болмы не бывает. Тоже не попали. А урындык, это же, по-моему, стул. Урын? Место. Место. А урындык стул. Ну, начинается со слова место, а когда вы его заняли, это уже превращается в урындык. А вот мы на одном из уроков проходили, что когда мы добавляем окончание, получаем прилагательные. А если мы добавим к слову иске-ле, это будет старый, ну, старенький какой-нибудь? Иске это старое, это уже прилагательное. А, это уже, простите. А искелек старость. Искелек, Вот. Мы можем создать из прилагательного существительное. если добавим Да, искелек. если добавим, да. А когда оно уже и так прилагательное, ну куда еще? Уж пусть так и остается. Вот, а в принципе, если мы возьмем, скажем, слово «йона», это что? Новое. Новый. А как мы попробуем представить, как мы можем образовать слово «новость»? Яңалык. Ну, конечно. Кто бы сомневался. А если мы еще добавим окончание множественного числа «новости», Яңалыклар. Что знаем, да? Ну, ТНВ уже. Вечерний. А как вечерний новости будет? Киш, я налыклар. поэтому это очень серьезный аргумент вот, по отношению вообще к определению там, трудный язык или легкий. Есть свои сложности, свои особенности в татарском языке, как и во всех тюркских языках. Но есть очень четкие правила, гораздо меньше исключений и гораздо больше предсказуемости. То есть мы можем, это не всегда будет совпадать, и не от всех слов можно образовывать все остальные, но очень высокая степень предсказуемости. Что вот если мы берем слово и добавили к нему окончание, которое мы знаем по другим словам, то с большой степенью вероятности мы получим то, что реально существует. Вот эти элементы, сэс и сэс, мы добавляем в картину аналогов русских предлогов. То есть в русском языке это все предлогами выражается. В татарском это либо отдельно стоящие
пост позитивный, так сказать, после логи, либо это некий элемент, который присоединяется, пишется слитно со словом, с основой слова и выражает какое-то особое значение, в данном случае без чего-то, без чего-то. Как мы скажем, Сергей, я не пойду туда без тебя. Min anda. Min anda. Без тебя. Sinensiz. Синсес. Sinensiz. Синсес. Синсис, анда. Sinsiz. Ага. Sinsiz. Barmıyım. А теперь все вместе, красиво и с удовольствием. С удовольствием. Min anda. Sinsiz. Barmıyım. А как мы скажем, ну такую тоже ситуацию личностную. Он пришел к нам без нее. Ул. Без га. Ге. Без ге. Ул без ге. Улсыз. Кильде. Кильде. А как То сказать? есть есть такой улсыз, нормально, но это улсыз. Без нее. Или онсыз. А? Улсыз или онсыз? Улсыз. Там есть улсыз, но и онансыз, я тоже видел такую форму. Онсыз. Кильде. А в наверное, данном один- случае он пришел без нее. Ул без ге. Улсыз кильде. Как-то Или анансыз. Анансыз как ты? Онансыз, да. Анонсыз комфортней. Комфортнее, да, онсыз. Онансыз. Ул без ге. Анансыз кильде. anısız. Da? Anın? Anısız. Нэн. Anın. Ansız. Анансыз. Ул без ге. Анансыз кильде. Как мы скажем, я говорю об этом с тобой? Эльза, как мы скажем? Мин синең белән шул турында сөйләшәм. Да, значит, если об этом, то там либо вот это монен турында, Моның турында. Мин синең белән моның турында сөйләшәм. сөйлешем, да. Сөйләшәм. Я делаю это для тебя, как мы скажем, Кирилл. Min. Бу и те. И тем. Нет, когда это делаю, то какая форма от бу? Манен? Моне. Min маны и тем. Или шлем? И шлем. Min маны и шлем. Сине турында. Хинен туранда. Шлем, да, минен Сине туранда. өшен. Син өчен. А лучше поставить в конец, потому что мы эмоционально можем менять, конечно, порядок слов, но глагол желательно ставить в конце. Бу мин и шлем. Мин мана. Нет. Мона. Эшлим он в конце будет. Мана мин сине Синен. өшен. Синежишен, эшлим, да. То есть эмоционально мы можем иногда менять порядок слов немножко, когда хотим выделить какой-то. И начало может меняться. Но, как правило, глагол всегда уходит в конец. Пословицы я очень рекомендую запоминать. Потому что, ну, вы заметили, что мы не просто пишем разные пословицы, какие бывают. Каждая из них иллюстрирует что-то. Там, мы берем какое-то правило и тут же находим пословицу, в которой эти формы присутствуют. Мы берем какую-то новую структуру, скажем, после логи, и находим пословицы, в которых они есть. Вот, и поэтому, помимо того, что мы доводим до автоматизма там, спряжения глаголов или местоимений, склонения, очень важно какие-то законченные комбинации прямо запоминать, запускать в себя, чтобы они уже на уровне подсознания у нас работали. На этом наше занятие закончено. Сау балагас. Сау балагас.